Вот приехал наш долгожданный батюшка, всеми любимый протоиерей Дмитрий Смирнов. Тоже у него есть татарские корни. Ну, сам батюшка, да, расскажет. Это такая семейная легенда. На самом деле это неизвестно, но есть такое предание, что крымский татарин в 17 веке стал священником и даже от Петра I получил дворянство после Полтавской битвы. Икону передал чудотворную, которая была с войсками. Вот мы только знаем, что родственники со стороны матери так внешне. Да, вот так. Хорошо, простите. Ну вот, еще у мамы в детстве было прозвище такое, Чингисхан. Вот, хотя эти крымские татары, они не чингизиды. Вот. Другой этнос, ну, неважно. Сейчас уже все так перепуталось. Особенно в Казани, там, когда я был первый раз, я удивился, такие прям монголоиды, они оказались русские, а такие блондины сероглазые, они татары. Кто чего, как. Вот, ну, такое предание есть. Ну и фамилия у матери была Уманова. Ну, вот дворянство это было у них. Действительно, они в лейб-гвардии все служили и были конниками. Хорошо на лошадях есть. Ну, вот, собственно, и все о моих татарских корнях, которым 400 лет. Но с тех пор уже все это давно обрусело. Французская пословица, что по скребе русского увидишь татарина, она на мне как-то похожа, сбывается. Но я давно слышал о вашей общине, и так мне это все очень моему сердцу мило, интересно. Вот. Ну и когда я вошел, смотрел, роман тут, мною нежно любимый человек, давно как-то сразу ощутил себя как-то в своей тарелке. Это я не знаю даже, что вам сказать, но во всяком случае это движение я очень приветствую и видел записи, как совершается литургия татарская, тоже, мне кажется, это хорошо и правильно. Вот, и я и некоторые отношения имел лет 40 назад с крещенными. И вообще эта тема, она очень важная, и один мой соратник говорит, вообще, если татары будут так полигонечку, кто желает принимать православие, это поможет сохраниться татарам в их идентичности как народу. Потому что тогда объединение на почве православия, оно может дать хороший результат, потому что вот, хотя он на территории России со времен хана Узбека у нас ислам присутствует, вот, но современная ситуация, она немножко другая, и поэтому без всякой, как Роман сказал, агрессивной миссии, если будет такой ручеек, то, безусловно, это, ну, мне кажется и чувствуется, что из этого польза выйдет. Что еще могу в заключение сказать, что такая татарская тема, видимо, действительно какая-то есть тут духовная связь, она как-то моему сердцу с детства мила, и
Я всегда, когда на приходе у меня образуется какой-то человек, татар немало, но вообще 34 разных национальностей. Я тому всегда очень рад. Вот. Кстати, вот упоминал Чернокур. Такие тоже есть. Вот. И из Латинской Америки, из Африки. Я очень этому рад. Я считаю, что это как бы вот слова Христова, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. И я благодаря этому понял очень многое именно вот нашим таким природным иностранцам, тоже заметил такую особенность. По одному моему прихожанину, которого звали Нестор, вот он сейчас, к сожалению, умер. Он из католиков, родился в Чили и здесь он в России жил, университет закончил. Вот. Когда познакомился с православием, очень как-то так загорелся и с большой легкостью перешел в православие, ездил к отцу Ивану Крестьянкину, тот его окормлял, вот, регулярно ездил. Вот, и деток своих воспитал в православии. И я видел, как он по мере вот углубления в такую жизнь, такую полумонастырскую, он так аскетически был настроен, несмотря на то, что женатый был человек, он как-то приобретал все больше и больше русские черты. Тогда я понял, что русский — это просто вот православный человек. Каждый может через православие приобщиться именно к той, истории, духовности, которая здесь среди множества племен наших русских, и угрофинских, и тюркских, и монгольских, и славянских, и всяких. Вот такой у нас получился народ. Потому что, действительно, если мы смотрим внутрь себя, мы как-то в татарах не ощущаем ничего чуждого. Русские люди. Нет какого-то такого антагонизма. Тем более мы помним, как при Иване Грозное татарин, который он назначил, даже Россией управлял. Вот, поэтому даже такой был период в нашей истории, и всегда при дворе князь Юсупов со своими родичами занимал всегда особое место. Так что я всех вас поздравляю и рад, что меня позвали. Я решил приехать на всех поглядеть. Спасибо.